Слово предоставляется Марковой Марии Александровне, работник аэропорта, председатель профсоюзной организации. Уважаемые собравшиеся, повышение пенсионного возраста – это что? Очередной эксперимент нашего правительства над поколением, которое пережило лихие 90-е, дефолты, валютные скачки и другие искусственно созданные трудности и проблемы, которые тяжким бременем ложатся на плечи простых людей, честно выполняющих работы и надеющихся хоть на какую-то стабильность и защиту государства. А вместо этого нам снова говорят, что все гораздо хуже, чем мы думаем, и перечеркивают планы даже на ближайшее будущее. Это что же, снова жить одним днем и думать, что еще там придумают и насчитают? Повышение пенсионного возраста – это также эксперимент над молодыми людьми, не так давно вступившими во взрослую самостоятельную жизнь и сразу же столкнувшимися с проблемой трудоустройства по специальности и зарплаты, на которую можно прокормить семью или хотя бы себя. Какую же пенсию, достойную жизни, а тем более старость, могут обеспечить себе люди, судорожно ищущие работу? Особенно здесь, в северных районах, и соглашающихся хоть на что-то. Как бы страшно и жестоко это ни звучало, складывается впечатление, что наши правители надеются на то, что многие не доживут до того времени. Ведь сколько людей, особенно мужчин, умирает в трудоспособном возрасте по разным причинам. А сколько людей, простите, спивается от неустроенности и безделия, потому что катастрофически недостаточно рабочих мест. Но говорить можно еще очень много, но в основном все уже сказано. И раз уж мне дали слово, я еще хочу задать такой вопрос. Почему в нашей единой России, в едином государстве, каждый человек в индивидуальном порядке должен доказывать законность законов? Это я про повышение. В некоторых организациях у нас не повышают зарплаты, хотя законы уже давно изданы. Это что касается нашего Коми-Транса. И мы никак не можем добиться справедливости. Спасибо за внимание.